Казань можно назвать одним из самых авиационных городов России. Развивать авиационную тему Казань стала одновременно со всей страной. Первый в России аэродром был открыт 30 января 1910 года в городе Гатчино. В этот же год, в сентябре, и в казанском небе появляется самолет. На авиационной неделе показательно на самолетах Блерио летала интернациональная команда авиаторов. Никакого аэродрома тогда, конечно же, еще не было, и все происходило на Казанском ипподроме. Летающие машины так впечатлили казанцев, что появляется кружок воздухоплавания, общество любителей авиации, а чуть позже и своя авиационная школа. Говорят, что размещалась она на архиерейских дачах. Это бывший монастырь. Ну, а почему бы и нет? Потом строится авиабаза с ангарами и мастерскими. А в 1924 году открывается аэростанция. В это же лето состоялся первый регулярный рейс на самолете «Юнкерс-13» по маршруту Москва, Нижний Новгород, Казань. Полет продолжается 5,5 часов, на борту было 6 пассажиров. Так в Казань пришла гражданская авиация. Стране нужны были самолеты. Много самолетов, много разных самолетов. Поэтому начинается эра промышленного производства. В 1932 году в Казани создается авиационный комбинат под плохо произносимым названием «Казмашстрой». Первое изделие – это шестимоторный Ан-20. В то время это был крупнейший в мире самолет. Это прародитель нынешних воздушных лайнеров, самолет конструкции Туполева. Он вмещает 64 пассажира. Первый рейс проходил по маршруту Москва, Минеральные воды, Москва. Для лучших самолетов нужны были лучшие специалисты. И очень логично, что в тот же год на базе Казанского университета открывается авиационный институт. В здании католического костела строят аэродинамическую трубу. Вероятно, костел — это не случайно. Ведь аэродинамика — наука точно священная. Она объясняет, почему аппараты тяжелее воздуха могут летать. Кстати, во время войны это была единственная труба в стране, где проводились испытания. Здесь работали самые крутые ученые. Именно здесь обдувался самолет П-2. Бывал в этой лаборатории и сам Андрей Николаевич Туполев. В те же 30-е годы в конструкторском бюро КАИ проектируются самолеты, в которых впервые используются зависающие элероны, убирающиеся шасси, упругое крыло и другие инновации того времени. Гордость Татарии, самолет КАИ, сконструирован и построен Казанским авиационным институтом. Первый рейс в Москву. Именно в Казани Владимир Петляков строил свои знаменитые пикирующие бомбардировщики П-2 и тяжелые П-8. Это они в 1941 году первыми начали бомбить Берлин. Кстати, и легендарные По-2, на котором летали «Ночные ведьмы», тоже делали в Казани, на нынешнем вертолетном заводе. Забегая вперед, скажем, отсюда потом будут взлетать вертолеты семейства Ми и Ансаты. А тогда, в годы начала войны, в Казань съезжаются лучшие специалисты, ученые-инженеры со всей страны. Эвакуированный московский авиационный завод соединяют с Казанским, и получается Казанский авиационный завод номер 22 имени Горбунова. Примерно такая же история появления 16-го завода, ныне КМПО. Казанский, Воронежский и Московский заводы объединились и начали собирать лучшие авиационные моторы. В 1942 году здесь, в одной из знаменитых Шарашкиных контор, работали отец космонавтики Сергей Павлович Королев и основоположник жидкостного ракетного двигателестроения Валентин Петрович Глушко. Шарашки — это такие конструкторские бюро, где ученые и инженеры работали под надзором НКВД. Ну, не совсем тюрьма, но и совсем не свобода. Чуть позднее, в 1945-м, Глушко становится заведующим новой, первой в стране кафедры реактивных двигателей в КАИ. А Королев работает там просто старшим преподавателем, попутно проектируя ракетопланы. Вот такие педагоги были у студентов тех лет. После войны авиастроение развивается еще более активно. В 1952 году с 22-го завода взлетает первый реактивный бомбардировщик-ракетоносец Ту-16. А через 10 лет его сменяет Ту-22. Тоже ракетоносец, но уже сверхзвуковой. Кстати, Ту-22М3 можно увидеть около авиационного завода. Нигде в мире вы больше не найдете такого памятника. Гордость и шедевр авиации гигант Ту-160, известный в народе как «Белый лебедь». Это самый крупный и самый мощный в мире сверхзвуковой ракетоносец, причем с изменяемой геометрией крыла. Да, лебедь и красив, и суров. Ну что мы все про военные да про военные? Для гражданской авиации Казань сделала первый в стране и второй в мире пассажирский реактивный самолет Ту-104. А Ил-62 стал первым советским турбореактивным.
Этот межконтинентальный самолет был флагманом гражданского флота. Его экспортировали в 9 стран мира. Кстати, двигатели для этих самолетов, да и не только для этих, тоже родом из Казани, с того самого КМПО. Сейчас планы гражданской авиации России связаны с Ту-214, который от кончика носа до кончика хвоста полностью отечественный. Еще один интересный экспонат – Ту-144 – пассажирский сверхзвуковой самолет. За всю историю авиации в мире было создано только 2 таких – это англо-французский «Конкорд» и наш Ту-144. Сверхзвук не прижился в гражданской авиации, но увидеть самолет можно на вечной стоянке у авиационного института. Еще интересные авиаэкспонаты стоят в Казанском парке Победы, а подробности авиаистории можно узнать в заводских музеях. Казань любит самолеты, ведь она прошла весь путь от самого маленького бомбардировщика По-2 до самого большого в мире Ту-160.